Олег, Я его ради железа не попру. а мотор? А пилить ты будешь? Что за гадость? Ты заварки купил, чтобы крепче было? Что? Ой, нога. Что? Между небом и землей. Ты какой? А ты мне... Умудрился. Ничего ты не умудришься. Что я не умудрю? Петя тебе говорят, латунь, чтобы снять, надо низ открутить. Я знаю, так я умудрюсь. А ты ничего ты не умудришь. Так. Копайся в своей плите, а я пошел на дело. Поклонка дело. Да, дело. Ты защищал район. Я вор. Я шел по воровским статьям. Какой воровской вор? Какой ты вор? Вор. Тебе объяснить. Вор. Стекло побил, в кассе сидишь, конфеты жрешь. А что это? А, и ждешь, когда менты Ебет приедут. кого? Ну, и ждешь, когда менты приедут. Ага, жду. Раньше были воры, это да. А сейчас нет. Сейчас воришь. Скажи, не улететь нам вслед за журавлями. Через Баклан. Баклан. Я сам занимался. Я имею титул. 3 место. В 1974 году. Петя хвастается, что он вор, уголовник. Какой он вор и уголовник. Стыдно это слушать. Воры так не попадаются. Они, если крадут, так не по мелочам. Через
баклан, а я шел только по воровским статьям. У нас общего очень и очень мало. А я этот магазин молодости грабил, брал. Это съестся, а это все пойдет. Ну, это католический, самый легкий, как будто легкий. По жизни каждому свой крест нести. Я не к тебе, Баламут, я к маме. Че припёрся? Открывай давай. Привет. Большой Санта из привета. Выпей за маминое здоровье. Да. Потихоньку. Вот. Мамочка, с днем рождения. Всего хорошего в жизни, здоровья и Спасибо. счастья. Что, может, где-нибудь нарвал? Мам, это же в огородах в это время нету. Гляди, как засуп не натрешли. Вот тебе как полячечки, католистические кресты. Спасибо, сынок. Ну, Так, пойду цветы поставлю в вазу. ну, хай живут. Конечно, жить будут. Что ты все время эти кресты делаешь? Ты же не в зоне. Купил бы что-нибудь. Так тебя что, жаба давит или что? Это нормально же. Знаешь.
Мама, а Розе там бульбочки не надо подвести? Понимаешь? Сейчас у них мама и папа, это люди, которые не видели войны. И такое воспитание у них, и такое воспитание у их детей. Больше они ничего не могут. Раньше вот дети учились к учебе, стремились. А сейчас что? Зелененький он был. Ну, давай ты здесь. Слушай, песня. Давай здесь. Ты еще к дому заведи. Что у тебя за привычка дурная? Что мама видела? А гадость пьем из экономии. Хоть поутру, да на свои. Вот так. Век живи, век учись. Да. А все равно помрешь. Слов нет. Одни. Сейчас, друзья, хохлы. И надо им помогать. Откуда деньги брать? У народа. Так, А народ надо грабить. начинаю говорить по-українськи. Помагай. Ну і що ти до мене причепився, дай бутильок. Помагай. На переборе сидишь, слышишь? Да, держи. Чирик, за эти вещи что делаем? Ой, 5 грамм. Туда-сюда. 5? Мы готовы. За глоток, да. Не говори глупости. Да? Драк Да, не видел всё, за такую ерунду. В следующий раз будешь купать стаканы. В загашнике есть. А, ты, гадость ты. Все с одной бочки. Только разные цены. Все. Ой. Все, пошел-поехал. Человек, который в воскресенье работает, это я. Если буду, я 79-го управления. какой-то привык, сигаретку, чай. 15-й, второй корпус. Так, Да, никому ничего не надо, только мне. пойду. Куда? Давайте всем поможем, да? Людям, которые остались без жилья, которые по своей глупости потеряли его. Давайте все вместе поможем. Потому что зима. Зима, зима и зима. Никогда не болтай. Давайте все вместе поможем людям, которые остались без жилья. Давайте не будем ни гнать, ни выгонять их. Всё, Просто выключай, надо занести. их просто нужно жалеть. Пожалей меня, ты. Вот. Скажите, девушка, солнце электричка куда прибывает? Да? Девушки что, игрушки не влазят? Я бы эту девчонку не отпустил. Я б домой бы Не дуркуй. себе. Не дуркуй, сказал по-украински. Пусть пойдет, проведет. Да пусть идет, проведет. Это фонарики качаются. Оба, на, Кири! Бля! Что? Кири, Что?
Сибиряк ты... Ну, что хочешь? А? Беломор? Да. Да, Беломор. Драться А это будем. вам Зачем? подарок из Вернуть. Петербурга. Давай драться за Да, Беломор. Беломор. Петя, дай мне Беломор. Да нет, петушка на Все, забирай, Петя. Забирай. Что ты Нет, икру метаешь? Потому что Ты без. ты дергаться начинаешь. Ты знаешь, я хую Беломор. Ты Дай Беломор. икру точат, а я хуй из бугра. Ага, все. Ты знаешь, Беломор, Так не открывай. Беломор так не ты не открываю. хочешь. Бери Беломор. Если ты зубами, ты хоть как Какими открывай зубами? Какими Что? зубами? Я только Я это, знаю, что Беломор, блин. на Москве гостись. Нет, дружок, иди на. Что ты, нервы? Не нервы, а твой поступок. Ах ты, Ты знаешь, что я Беломор, если он меня купил, я просил Беломор. Алло. А сейчас ты мне говоришь угостить. Забери его себе. Я просил его мы Беломор. покурим его. Бери, закури. Ага. Мы- Нет, я- это ты, я так не люблю. Ты можешь, знаешь, кого брать? Полюби меня спереди. Ты, слушай, ты начал дохуя базарить. Понимаешь, Петя, перестань. Я тебе сломаю башку. Да, в борьбе сломаю башку. Какой борьбе? В моей вольной. Я боксер, а ты... Ой, не- ты, а я уличный баклан, ну и что? Ну ты и мне это что? не показывай. Все, я сказал нет. Гостю. Нет. Дочи, мамо, ты была красива. Опять напиться, да? Так, собирайся и поедем на дачу. Да? Опять дача. Наступный призывок. Аннушкина. Осторожно. Я не докунулся. Место, где должны быть грибы, как мины, поле. О, есть. Смотри, разминирую мину. О, семья. Видишь? Снег, все. Знаешь, когда лес – это для меня лечение. Это мое лечение. На деревьях не видно, но бывает. Бывает на деревьях такая прелесть. Петруха! Петя! Ну, скакал, наверное, на дачу поехал. Знаешь, самое плохое в жизни – это когда тебя продают. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица
через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий, едут на родину милую, в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья. Им никогда не обнять теплых плеч, когда в оазисы Джелалабада. Мама, открой, там кто-то ломится. Только не из хаты, а в хату. Где это тебе так, а? Вот так, мама. Ай, И кто там? червоная. И кто там? Ура! Где ты влез уже рылом своим? Где? Да сидел вон ты, бля, на скамейке пьяный доебался. Пускай немножко побудет, и к завтраму все рассосется. Как, если я троечку с кепочкой, если мы завтра в город поедем, Как колхозник будешь выглядеть, ну. Замученный. Да. Вот под эту систему одеваешь шапку. Ура. Опять как колхозник. Городской колхоз. Бульбаш. Кота, бля, недоделанный. Что? Петя, успокойся. Это сейчас качалкою вылуплю одного и второго. Понял. А тебе за маты. Ему первому. Обоим. И это говорите вы? Ваш Сталин создал империю зла, построенную на насилии. Вы дышите насилием с пеленок? Это ложь. Я всегда говорил правду, в которую верил. Что вы так притихли? Телевизор глядите так тихо. Я думала, вы горелку пьете. Данилу умирает, плачет. Как вспомнишь его жизнь, так чего они не плакали, когда он жил?
Петя, это пара грязевца. Раньше, в советские времена, ты мог здесь любые блядь выцепить. За баксы. Какой хочешь. Мог бы на той скамеечке, на той ты. Что здесь творилось, ебать мой хуй. Да что? Да. Все в порядке. Это называлось 100-метровка. От главпочтампа и сюда. Ничего не скажет. Ничего. Плачущая ива. Ну, скоро и ты заплачешь. Сколько живу, душа плачет, а лицо не показывает. А, Алло, пара грязевца. кто это? Грицевец. Кто? Грицевец. Да. Герой Советского Союза. Анигдик Лумилевский. О, За... на вашем языке даже язык сломать можно. Идем, подойдем на остров слез. Идем на остров слез, подойдем. Я туда не пойду, меня своих слез хватает. Как живые, да? По пояс деревянный, как и мы сами. Встречаем на сцене баяниста-виртуоза. О, виртуоз. Если пальчиками щупать нельзя. Каждый по-своему с ума сходит. Не-не-не-не-не.
заданница к вам. Может, среди вас есть желающие попеть? Земляки вы мои, земляки, с вами я ничего не боюсь. Земляки мои, земляки, Беларусь, ты моя Беларусь. Сильный народ, не сломится, выстоит. Другой Как вообще вы откуда сами? Да, Austria. Австрия. Vienna. Switzerland. Switzerland? Swiss. А, Austria. Vienna. и ты оттуда? Vienna. И ты. Свой пальцем цикл. Да. Вот такие вот девчонки. Австрия. Austria. And we came for the film festival to show a film at the film festival here. Yes. Listopad. Listopad film festival. Yeah. У меня... English. English. No! No. Ратиш! Ратиш! Следует меня учить может защищать свою родину. Да, он военный. Да. 13-15 человек. На караван. На караван. Вот я остался один живой. Smile. Желаю вам счастья и всего самого хорошего. Счастья. Что, в кино собрался? Да. Сразу отдохну немножко. Пешком Зачем? отдохнешь. Троллейбусы ходят. А что это у тебя это? Боженька. Если бы он был, не было ни войн, ничего. А что тут везде войны идут? Что-то меня с 80-го года хоронят, а я все живой. Я тоже Ну, живой. есть какая-то сила. Сила твоей, сила в твоей Сверхъестественная. жизни, в своем организме. Но не в этой системе. Где Бог был? Почему он не сделал то? Ты что- живой, моли Бога, что ты Я живой. молю братву Брату. и врачей, которые спасли. Петя не поехал обидеться. Соседи вызвали ментов, потому что я к нему хожу в гости. Выдатно, добро. Добро. Наш маэстро трогает. Еще посмотрим. Это выдата, это хорошо. Guten Abend. Wir haben noch nicht so viel gesehen, aber wir haben schon ganz tolle Dinge gegessen. Ехали только вчера.
пробовали здесь всего один день, и мы здесь первый раз, и поэтому мы еще видели не так много, зато мы уже попробовали много хороших блюд. Und wir waren heute am Markt Сегодня мы были на рынке. und durften auch wirklich durch Zufall ganz tolle Menschen kennenlernen. Zwei davon sind auch hier im Kino uns direkt besuchen gekommen. Совершенно случайно мы познакомились с парой прекрасных людей, и двое из них сегодня присутствуют в зале. Мама, бля, чтоб тебя. На память. Спасибо. После этого чефира вы ночь спать не будет. Вот еще конфетки, камушки. Бери, не бойся, это морские камушки. И вот еще вам по рыбке, чтобы и вы так же быстро плавали, были такие свободные и счастливые, как эти рыбки, и плавали глубоко и далеко. Что, провел? Сколько там денег с меди осталось? Нормально. Хочу их завтра в кино пригласить. Пока не уехали. Завтра надо к дяде Мише съездить. Мама, ты не знаешь, где ключи положил от сарая? Хорошо, гляди под телефоном. О, есть. А зачем тебе ключи? Лодку взять, дядя Миша ездит. Ты должен за мать держаться, или попадешь в интернат. Тогда там сладко тебе не покажется. У нас дорога заказана. Ну, понесли. День своей свадьбы переплывал Днепр. Ну и пришлось запутаться в водорослях и уйти на дно.
Вдруг в жизни спрашивал, что самое хорошее в жизни видел. А я ему отвечал, что ему хорошо видеть, что было хорошо. Спорт, армия, тюрьма. Вот вся жизнь. Думал, переплыву Днепр туда и назад. Ну, залез, поплыл. Было как-то молодость. Шли с тренировки. Я и знаменитые мои одноклассницы, они знаменитые бывшие спортсмены, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Плыву, такое течение сильное. Я попал прямо в водоросли. Ну и шли пьяные бить министров, как потом выяснилось, замы. Ну, некультурно выразились по отношению к ним. Ну и пришлось их воспитать, немножко покалечить. Ну, сам на дно пошел. Дошел до дна, там не очень глубоко было. Сильно оттолкнулся, вынырнул. А здесь собака. Я за собаку и на берег. Ну, на суде оказался молодой адвокат. Что она могла сказать в мою защиту? Что я люблю спорт и читать книги. Жена тащит меня на плече, а я повис, как сосиска. Брось меня, командир, вдвоем не уйдем. Брось. Все боялись, что лишнее сказать. В 1972 году я покалечил детей министров. Золотая молодежь. Просто так река не прошла. Начались приступы эпилепсии, потом пункция, ПЭК, трепанация. После освобождения женился. Родилась дочь. Тренер снял судимость. Я должен был ехать на Союз. Но я понадобился в других местах. Уже после операции, во время приступа, совершил преступление. Собачка пошла на представителей советской власти. Служил в войсках, о которых нельзя говорить. Это было при Брежневе. Ну и тюрьма. 15 лет я пробыл в психиатрии. Конец 82-го для меня был последний бой. Мы прозябали тропу и нарвались на засаду. Из моих ребят в живых остался я один. Но лучше бы я вместе с ними. На родине в живых меня уже не ждали. Приехал домой. Жена удивилась, говорит, на тебя ж пришла похоронка. Я говорю, зайти хоть можно. Выхожу, там с ней уже другой. Ничто на земле не проходит бесследно. Из молодого, красивого, юного стал я угрюмым, больным и седым. Ну, что сказать про жизнь. Жизнь как в тумане. Надо всегда видеть вперед. А в тумане ничего не видно.
хороший мужик такой с ним. Ой. А вот и он как раз. Так, Миша, Мишанька. Ну, подойди, пожалуйста. Дела у нас нынче у прокурора. Добрый день вам. Здоровенько. Как вы? Потиху. Ой, видишь, в огороде. Дядя Миш, дай ему копеек. Я потом отдам. Короче, ребята, рублей 30 может на шкубу, но не посчитайте меня жмотом. Ну, как бы Завтра с послезавтра процентами. дадим. Ну, хорошо. Ладненько, пойду погляжу, что нарисовать. Давай. О, Тихо. ты через двери не давай калиточку, Да, конечно. открой. Добро, мужики. Ну, Всего счастливо. ну давай, на днях зайду. Петя Виталию знал давно, а Виталя Петю. Но они так не дружили. Потому что Петя в больницу, Виталий в тюрьму. Вот. А когда он пришел из тюрьмы, он у Пети попросился попить чая. Петя, конечно, пригласил его, угостил чаем. И я его спрашиваю: Виталий, а почему ты без квартиры? Он говорит: я лишился жилья. Петя его пригласил. И сказал: иди на 9-й этаж, и там ты будешь спать. Дал ему одеяло, дал ему еще что-то накрыться. И вот он все время придет, я его в хату не пускала. Он был вонючий такие. Я вот сходишь в баню, тогда я тебе в хату пущу. И он пришел, я был в бане. Вот тарелку супу, на тебе тарелку супу. И другой раз что-нибудь принеси, я с этого ему свару, кушай. Но сейчас его соседи выгоняют. Вот он воды, где он спит, воды нальют. Он возьмет метелку, придет: Ивановна, дай тряпку. Я дам ему тряпку. И он там подотрет. И опять шмотки. Нету шмоток. Петя куртку свою дал. Я старое свое пальто ему дала. И вот несет под этот стол и прячет. Вот придет и просит супу. Я не могу. Мне просто жалко. Понимаете, как это? Жалко. Сегодня улетели уже. Улетели? 1
Есть микстура. Доставай. Ой. Нормально? Да. Заварка. О. Ну что, вот за домом сейчас. Ну, скорее было. Пошли. О, городские журавли. Нет, не улететь нам вслед за журавлями, а взгляд невольно тянется туда, где птицы белыми крестами от нас уходят в небо навсегда. Такое испытать. Земляки, что тут раскопали? Где тут приемный пункт? Батя полгода уже строит. Проснулся, блядь. Уже давно здесь все, повыбирали. Здорово, Так чего ты раньше не сказал? Я ж тебе говорил. Говорил. Сейчас вот при. Доконаем. Ну дай закурить. А в ответ? Но тишины не будет. Ну ты как живой. Ага, живым всегда надо быть. Ага, еще курит. Ну что, поехали. Погнали. Ну давай.